Появление Нахама Лифшицайте на советской эстраде было внезапным, неожиданным. Конец 50-х годов. Вообще-то это время оттепели. Но после страшной войны, которая унесла жизни очень многих людей, после волны сталинских репрессий, казалось, что связь поколений распадается, и казалось, что традиция прервана, восстановить ее невозможно. И молодая певица начинает выходить на сцену, конечно же, сначала в сборных концертах. Осенью 1956 года она с певцом Инно Топересом приезжает в Ленинград с программой «Вечера еврейской песни». И после этого она уже приезжает к нам ежегодно. Уже тогда Нахама включала в программы песни на идыше. Выступала она на самых разных концертных площадках. И в Театре эстрады, и в Ленинградском концертном зале у Финляндского вокзала, и на открытой эстраде в Летнем саду. Но филармонические залы были для нее недоступны. Чтобы получить право на них, это вы тоже, конечно, знаете, в Советском Союзе необходимо было пройти какой-нибудь из немногочисленных тогда конкурсов. В 1958 году в Москве проходил один из таких конкурсов. Это был третий всесоюзный конкурс артистов эстрады. Жюри было очень представительным. В нем сидели Смирнов-Сокольский, Леонид Утесов, Ирма Яузен и очень многие другие уважаемые артисты. Я не забуду глаза Утесова. Вот это было совершенно обалденно, это не может быть. Вдруг встала из мертвых, что-то из мертвых. И началась, вот тогда у меня был уже спортивный такой накал. Что и тут будет, когда я перешла на третий тур. Ну, я получила тогда первое место. С самого начала, с первых выступлений, стало очевидным, что Лифшицайте отличается от исполнителей, которые пели на идыше. И в то же время были такие вещи, которые позволяли говорить о сохранении традиции, о преемственности. Еврейская песня, так же как и литература на идыш, создавалась в местечке. И часто в основе ее была ирония, усмешка, подшучивание над самими собой, над жителями этого местечка. И когда мы читаем, например, рассказы Шолома Алейхема, то понимаем, что далеко не все хозяйки такие взбалмошные, как Йентл. И далеко не все сваты такие недотепы, как Мендель. И жители местечка, и певцы, которые пели эти песни, и их слушатели знали других не из песен достойных, красивых, благородных, умных, сапожников и портных, рэбе и сватов. Но песни оставались песнями. Они выходили за пределы черты оседлости, они появлялись в больших городах. И вынесенные на сцену вот такие нелепые персонажи еще больше утрировались. Их нелепость, их несуразность становилась особенно видна для людей, которые вырастали вне традиции, вне общины. Эти образы представлялись своего рода зарисовками с натуры, таким вот бытописательством. Получалось своего рода кривое зеркало, в котором все отражалось в неприглядном виде. Нахама знала традиционная жизнь, традиционное местечко, она в этом выросла, в этой атмосфере. И она стала строить программу иначе. Она отказалась от включения в программу скетчей, шуток, сценок анекдотов. Даже шуточные песни в ее исполнении стали звучать по-другому, без карикатуры. «Мало, что ли, над нами смеялись другие, — говорит она, — не хватает еще, чтоб я смеялась над тем, что мне дорого». Театрализация песен тоже была минимальной, то есть певица не разыгрывала песню, а она ее проживала. Ее герои вызывают сопереживание, а не иронию и не насмешку. Ой, мама, мама, schlag mich nicht. Ой, мама, мама, schlag mich nicht. Das ist nicht meine Schuld gewesen, sag ich schon. Ich hab gesagt nein und hat gesagt ja. Ой, мама, мама, es ist schon zu spät. Для нее, в расчете на ее вокальные данные, стали писать песни ее современники, композиторы. И она включала в программы сочинения Шапорина, Шаинского, Сендерея. И одна такая песня очень серьезно изменила ее жизнь. В Москве после концертов в метро за мной шел какой-то человек седой. Идет, я по эскалатору, он с эскалатора, я вниз. И он вошел в поезд. Я уже не выдержала, повернулась к нему и говорю, что вам надо? Что вы хотите? Оказывается, это был еврейский поэт, очень известный, наверное, Овсей Бриз.
да? Шикедрис по-нашему. Он говорит, вы знаете, у меня для вас песня. Пожалуйста, с удовольствием. И он принес мне колыбельную песню «Бабину Яру». А когда впервые нам разрешили посетить Киев, концерт был на Подоле, Бабий Яр недалеко, памятника, как известно, нет, свалка. Я по молодости, по глупости, потому что я уже 100 лет пела эту песню и в Париже, и по всему Союзу. Пела в Киеве последний номер первого отделения. Это произведение. Тишина была такая мертвая, что можно было так тишину резать с ножом. Wollt ich abgeschossen die Zeit meiner die Lange und auf See das Wiegel aufgehangen. Weiß ich nicht, wo sucht man die Bänderlech hat Zinder, die Bänderlech, die Teiere von beide meine Kinder. После этого концерта все изменилось кардинально. Конечно, поменялось отношение к Лифшицайте. Ей пришлось уйти из Ленинградской филармонии, и не только. Ей совсем, на какое-то время совсем запретили выступать. Выручило то, что она уже была очень известна, и многие международные делегации добивались с ней встречи. Она отказывалась, и когда ей настойчиво в органах рекомендовали все-таки пойти на эту встречу, она говорила, а как я могу? Они будут спрашивать, что я пою, как я выступаю, а я же не пою, я же могу расплакаться. И тогда ей стали понемногу разрешать выходить на сцену, но, конечно, это уже были совсем другие залы, резко сузилась география выступлений, но поменялась и сама Нехама. После Киева она поняла, что ее концерты – это не просто концерты. Она отважилась петь знаменитую «Эли, Эли», основанную на строках псалма «Боже, Боже, почему ты нас оставил?». И комиссия потребовала убрать от нее, это же клерикальное произведение. Тогда по просьбе Нехамы ее друзья обратились к министру культуры Литвы Банайтису. Он пошел к проверяющим и сказал, вы знаете, эта песня была написана в царской России во время кровавых погромов. Это традиционная песня, и песню разрешили. В программах Лифшицайте были и другие песни на древнееврейском языке. И когда проверяющие спрашивали, а на каком языке у вас написана песня Пульвера? Песнь песней. На арамейском? Пожимала плечами она. Они халахти бояр, начинает герой, на лошен койдыш, на языке молитвы. И тут же переводит «я гулял в лесу». И мы понимаем, что перед нами человек, который проводит дни и ночи над священными книгами. И он слышит голос, поющий «Катерина, молодица, поди сюда». Я услышал голос, комментирует он, ну, конечно же, с неба. Вот почему он так решил? Во-первых, потому что голос, который он услышал, не был ему привычен. Не похож на привычные ему голоса. Он слышал, как поют в синагоге, как поет Ребе, как поют его товарищи. Но такой красивый голос, ну, конечно же, это голос с неба. Сохранились легенды о Ребе, есть такие легенды об основателе хасидизма Баал Шем Тове, есть такие легенды о Ребе Нахмане, которые уединялись в лесу для погружения в особое молитвенное состояние. И там, в лесу, по преданиям, они выучивали песни, они выучивали их от птиц, и потом приносили в свои общины. И наш герой тоже готов к восприятию чудесного послания. Он услышит невероятно красивый голос, он слышит песню и принимается ее расшифровывать слово за словом.
weiß mir schön, Molodica hat ihr euch verstanden, wo je heißt es, поди сюда. Ihr soll also wissen von Zores. И в 1969 году Нехама уехала из Советского Союза. Она в Израиле создала студию и стала заниматься с молодыми исполнителями там. Одну из своих учениц она привезла сюда, Светлану Кундыш.